Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. 30 мая на площади перед Абхазским драмтеатром, как и было запланировано, прошел митинг оппозиционных политических и общественных организаций. По завершению митинга была принята резолюция. О том, как проходил митинг и какие требования у оппозиции, расскажет Гугут Савардания. Митинг был запланирован на 2 часа дня, однако начался почти на час позже. Представители оппозиции озвучили претензии в адрес власти. Я понимаю и принимаю, что люди устали от нас всех, что жизнь становится все сложнее, а справедливости меньше. Мы не пришли защищать власть предыдущую, несмотря на то, что локально было сделано очень много. Участники митинга коснулись закона об апартаментах, темы госдачи Пицунда, вопросов энергетики и сельского хозяйства. Абхазский народ на своей собственной земле сегодня находится на грани исчезновения. Смертность уже не первый год превышает рождаемость. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки провести перепись населения, чтобы определить масштабы проблемы и приступить к немедленным действиям. Конечно, мы с вами понимали и понимаем, что все эти вопросы и политику государства в целом определяет глава государства, президент. Именно он в ответе за все, что происходит в нашей стране. После выступления ряда представителей оппозиции была принята резолюция. По мнению выступавших, правительство не справилось с возложенными на него обязанностями. Оппозиция требует создания совета по реформам при президенте, который займется дорожной картой по решению национальных задач на ближайшие 2 года. Также оппозиция требует отмены повышения тарифов на электроэнергию. Недопущение приватизации энергетической системы частным капиталом. Соглашение о передаче в собственность Российской Федерации государственной дачи Пицунда и порядке его использования, находящиеся на ратификации в парламенте Народного собрания Республики Абхазия. 6. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня публично отказывается от планов по направлению в парламент Народное собрание Республики Абхазия законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. 7. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня публично отказывается от планов по приватизации энергетической системы частным капиталом. После принятия резолюции несколько представителей от оппозиции отправились к президенту, чтобы обсудить выдвинутые требования. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент ознакомился с требованиями оппозиции. Глава государства обоснованно отказал в отставке правительства. В своей речи президент заявил: «При всем моем уважении к собравшимся, ко всем гражданам, не являясь организатором данного митинга, я заявляю, что отставка принята не будет. Создан совет по реформам. Мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в АНД и в другие организации. Мы намерены продолжать работу по реформам. Если вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен. Решение об отмене распоряжения о либерализации торговли с Грузией принималось на уровне наших министерств и представляет интересы граждан Абхазии. И связывать энергетическую проблему с темой апартаментов неправильно. Это 2 совершенно разные темы. Сегодня возможно создать законы, которые бы обязывали установить газгольдеры. Также можно разработать технологии, с помощью которых система электроснабжения и горячего водоснабжения посредством солнечных батарей для жилья площадью 20 тысяч квадратных метров будет стоить 70 миллионов рублей. Это означает, что на каждый квадратный метр потребуется всего 3 500. Существуют соответствующие технологии, и это не окажет никакого отрицательного влияния на нашу энергетическую систему. У нас также есть программа по газификации. Планируется сделать газ альтернативным источником теплоснабжения. Что касается соглашения по Пицунде, то оно еще не ратифицировано. Этим вопросом будут заниматься люди, которых избрал народ, депутаты Народного собрания парламента Абхазии. Вопрос апарт-отелей также находится в компетенции парламента. Этот законопроект в первую очередь является экономическим, и если он несет в себе какие-либо риски или угрозы, все это будет учтено при его рассмотрении и принятии нашим законодательным органом. Президент также подробно обосновал представителям оппозиции все остальные пункты резолюции. Асида Малия с места событий.
В здании администрации президента несколько минут назад завершилась встреча главы республики с представителями оппозиции, с Саидом Будба, Тимуром Гулия и Вианором Ашба. Обсудили пункты резолюции. О чем шла речь, как прошла эта встреча, рассказал Сергей Шамба, который несколько минут назад вышел к митингующим в поддержку правительства республики. Я уполномочил президентом проинформировать вас об итогах визита представителей митинга оппозиционного с требованиями, которыми были приняты на этом митинге. Значит, было 9 пунктов. Я об этом скажу, но еще хочу добавить, что позже, после того, как мы узнаем о результатах, которые будут подведены на этом митинге, выйдет президент и тоже вам выскажет свое видение ситуации. Значит, первое требование оппозиции заключалось в том, чтобы президент незамедлительно принял решение об отставке правительства. Потом были требования отозвать законопроекты, которые в последнее время широко обсуждаются в обществе. Вы знаете, это законопроект об апартаментах, это решение по государственной даче в Пицунде, это вопрос о том, чтобы отозвать подписанный между Абхазией и Россией закон о признании взаимных судебных решений. Это требование разработать градостроительный кодекс. Это требование создать конституционную комиссию. И требование президенту выйти к митингующим. Президент сказал сразу, что никакого вопроса об отставке правительства быть не может, этот вопрос снимается сразу. Далее президент сказал о тех законопроектах и вопросах, которые беспокоят общество, что они находятся в парламенте, и парламент будет принимать решения, что в парламенте находятся люди, избранные народом, и имеют не меньше права, но мы сами прекрасно понимаем, что больше права, чем собравшиеся на митинге люди. Далее, по поводу градостроительного кодекса. Президент тут же встал, достал материалы, где показал, что идет работа по разработке градостроительного комплекса. Дальше президент по поводу посещения митинга сказал: если я пойду туда, за мной пойдет немало людей. Это может привести к непредсказуемым последствиям, может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным туда пойти. Как мне кажется, некоторые поняли правильно. Присутствовали представители митинга, значит, руководитель АРУА Тимур Гулия, Саид Будба и Вианор Ашба. Вот. Ну, когда президент сказал, что нецелесообразным считает выход, значит, к оппозиции на митинг, Вианор тогда поднял вопрос, что мы тогда требуем отставки президента. Ну, на это другие члены делегации сказали, что это не мнение митинга, и они с этим не согласны. Представители оппозиции также рассказали своим сторонникам о результатах встречи с Асланом Бжани. Обсудили с президентом, что два вопроса, как сказал Лёсикович, он не рассматривает. Выйти гражданам, он говорит о том, что очень уважает людей, которые тут стоят, но по объективным причинам выйти не может, потому что если придет сюда глава государства, придут его сторонники, это может привести к каким-то эксцессам. По поводу Пицунды, да, мы
тоже поставили этот вопрос. Глава государства сказал, что у нас есть парламент, который будет принимать это решение. Он нам сказал, что на сегодняшний день, вы же говорите, видите, что парламент это решение не принял. Если это будет в наших интересах, в интересах наших граждан, парламент будет рассматривать. Что волнует нас всех, тема апартаментов. Глава государства сказал о том, что это тоже прерогатива парламента, что проект будет рассматриваться там, что поспешных выводов никаких делаться не будет, этот вопрос будет обсуждаться. Что касается других вопросов, которые были поставлены, глава государства сказал, что готов обсуждать с нами любые вопросы, которые касаются нашей страны. Хочу, чтобы вы проявляли спокойствие. Мы здесь, у нас мирная акция. В завершении лидер АНД Адгур Ардзинба поблагодарил собравшихся за поддержку и отметил, что подобные акции будут продолжены, и оппозиция намерена добиваться принятия выдвинутых требований. Есть общественные политические организации, которые перечислены были до этого. Наше мнение вы услышали, уважаемые сограждане. Мы это мнение сказали открыто. Мы все вместе с вами в рамках закона, еще раз повторяю, мы не допустим никаких провокаций, отклонений от плана. Мы действуем в рамках закона и по своему плану. Давайте мы эмоциям не будем поддаваться. Мы с вами сегодня провели великолепную акцию, мирную акцию. Каждый открыто смог высказать свое мнение. Все были услышаны. Одновременно с митингом оппозиции на площади перед администрацией президента прошел митинг общественности, поддерживающий действующую власть. Выступавшие здесь отмечали, что народ Абхазии должен быть единым и решать все возникающие вопросы сообща. Репортаж Алики Трапш. На площади у администрации президента стала собираться общественность, поддерживающая действующую власть. Здесь также состоялся митинг. Перед собравшимися выступил народный художник Амиран Адлиба, который отметил, что нужно и важно всем вместе решать возникающие в стране вопросы, чтобы прийти к общему. Аншахакумаршан. Зегех хутырто. Ег хабстазаро. Хунткарра ехепила химца. Вот пия пепш. Милат шартера. Хуцхартах ипхедзету. Ирвакхаб. Хахдырра ахензао. Дипломатият. Ирубас. Политика зыхатара. Хабхедзара здарам. Дохат культура айлдзера социал-чта заашоха. Абсад гилахцела, ажа нахпо. Хонта дахнаха кодзеривей. Анчадызхылот фахтулассир. Хаззагыло ажен. Яхакут хомрахвага. Яхарто маншара. Гунчихела чажера. Хоу. Ахшилцак. Адохахаци кылым хоква, ажлы рехцела, ажа хохара вегевачо. Сыдахаца дыхома зхазги, зейсерез дырвет зхазги, ажлы изен раалацум, изухкацум. Ажлы риналар, яджикхар, ирзепшо старак, или хаугим чикацам. Ехепехта гыла зашек, вторуха капха, хаджик зароб, Бахчаны зеро. Айча здыркы задыву, ершнам шын яла зижіз, ехіз хмехерціз. Хай хазымчу амчту акапха. Ехазын заск хлашцаки, хамры түйеки, позыбжаха хава. Шибжиштех, ишел гордыру зеро. Ай кутуяш квакуин зрало. И начало камра шохой шацу. Ветеран Валерий Авизба в своем выступлении обратился к Вианору Ашба и сказал, что сам лично готов встретиться и поговорить, отметив, что об абхазском народе и будущем нашей страны должны думать вместе.
أبرع يقولوا نع يقولوا حرا يشحوا يشبالا شو ترى خش قلوا ينور عشبة وخس خن الخنيس حرس استخو عريز نكم مريونتن سريس قبلا شو وحن سبحان الله زم سر لبتبا يزدروا توبة واحتر وفرخاتر أفغان والت نوانا ورا جيري روما بسنا فرخاتر مخون جباليرا أشباتكونك да сертифицир дисквал, что мы люди тархи, яха, убыцхан, а трофей танка нышгоз, убаяла, гумсати, афронта хархарцача, закой репстазари кшерхада, закой аграхум гайкун добриев шхчада, яха шана джалты, яно руая абра, хатала цергесу упылой, абра васчуров, абра иглу, убыцхан не увар сейчас, увидится, рухочкуров, арт солдат шо, а солдата успа иду никдзой. Я сейчас нырчач хайкуна. Оре сереха хочква мушта. А герт иглу зигес чуксом сара. А джоханток ектуна тецакахокзм. Сарагок псикала бре. Я шак им шиздырот. Оре сереха псофа докторек бзин издырот. Я ша харабас кахтар. Вот я хатса голотари резан хаджу турухача. А бре хазхуцев. Я хакурсана. А донеям ценаква. Я хакурсана урыстула дуд заханижи везах энткарра. Убра и тагун яхейбишва. Апсва ахтейчва яха. Убра трофейный танк гана. Апсва бира харгылана. Абрия дунезик апсважла ахадавчи. Харауи хатагылана яссым чибжа. Ма яссу сукса, ма суксы кабжара. Усирм хой обстадара табюту аусархон. А чем зараба апса хадду ришкуга заатаха. Онкология хаико бихптыни бихкапсани черту тархой. Ари ас яудзом. Устатух в чату ажлар ялархас. Сараслан гярги па йома. Золотинский па йома ацер адвокат с рымацем. Ахажлар далархи. Да цасксыким зикеру. Сарахатала иша яхот убра. Аварти регна программалы. Стазара хажлар пхакайзго. Дезруста зала, где хатраха и дезом радгулар халой. Еще потом и квахца. Нерчарч хайску не пстуакунка. Шай хаджа какна. Шнейталана. Оппозиции их ауцы зво. Дара джабаз бешхо хачкунча. А парламента чума. Хенткара чума джабаз бешхо шихо. Цас хаджик уйдека дюку. Убарт шарпацна. Шнейталана. А хенткара и хабари абарт. Абрага и кылу гяхажларро. Шезхуц абра. Шана чешавша, хоть кварызы гебра айгыло. Я халваза всю хамаз. Шиху такие ипсом, кай хабачо бра айгыло. А бра халасар айгыло шапка хасапси шухсо. А то цас хатыкала и трузерга. Мачка гвардзра атахтем. Поту их птату. Фарид Микаэлян в своем выступлении призвал всех проявить благоразумие и сплоченность во благо будущего страны. Решается вопрос судьба государства. Это решение уже у нас началось 92-93 год и продолжается. И будущее наших детей и будущее наше связано с нами. Это действительно сплоченность. Сплоченность показала 92-93 год, Отечественная война, когда была у нас победа. И в этом году мы справляем праздник Победы 30-летия. И хотелось бы, чтобы эта победа продолжалась долгие столетия. Победа, когда не только на поле боя, победа была среди нас. Победа была в дружбе, взаимопонимании. И сплоченность всегда побеждает. Мы хотели бы, чтобы вот красоту жизни видели мы все. Мы иногда говорим, что будущее наших детей, извините, но это будущее начинается сегодня, началась вчера, и она должна продолжаться, чтобы дети не видели не только войны, не видели таких встреч. Здесь у нас недалеко наши братья тоже встречаются, высказываются свое мнение, и это связано с будущим. И они, как и мы,
желают, мечтают о светлом будущем. Но так как у нас государство существует, есть государство, есть законы, я так думаю, что нужно сесть за стол переговоров, решать эти вопросы не таким способом, а просто сесть, переговорить, объяснить. Я так думаю, что мы все взрослые, все образованные, и мы поймем друг друга. Также на митинге выступили Геннадий Цулая, Хухут Шамба, Юрий Ажиба, Автандил Сурманидзе. Они призвали сограждан к единству, взаимопониманию и решению всех спорных вопросов за столом переговоров. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Мы просим прощения за технические неполадки и продолжаем выпуск. Весь день за обеспечением законности и правопорядка в рамках проведения митинга оппозиции следили сотрудники правоохранительных структур. Утром 30 мая президент Аслан Джания провел совещание с руководителями силовых ведомств и дал им соответствующие поручения. Руководителям правоохранительных органов дано поручение обеспечить общественный правопорядок, исключить возможные провокации и в случае их возникновения принять законные меры. Все готово к этому. В отношении нарушителей действовать в соответствии с законом. В пресс-службе МВД прокомментировали распространяемую в интернет-ресурсах информацию о том, что МВД задерживает граждан. МВД работает в штатном режиме. Системно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и гостей Абхазии, говорится в комментарии. Также в рамках подготовки к летне-курортному периоду проводятся профилактические мероприятия в отношении лидеров и авторитетов и активных участников преступных групп ряда городов, влияющих на криминальную среду. Подчеркивается, что все мероприятия проводятся в установленном законом порядке. К другим темам. В столице продолжаются работы по благоустройству. Сухум готовится к курортному сезону, празднованию 15-летия международного признания и 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Речь идет об укладке тротуарной плитки, обновлении освещения на набережной и не только. В рамках этих работ также был временно демонтирован так называемый мост счастья. Все подробности у Эсмы Голанзе. В преддверии курортного сезона и 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии в столице проводятся ремонтные работы. На набережной Махаджира восстанавливают ливневый сток и канализацию. Все работы практически завершены. Сейчас проводят работы по благоустройству данной территории. Проблема была связана с дворовой территорией набережной Махаджира 62-64. Ее затапливало, при обильных осадках топило двор.
данный момент мы это все устранили. Помимо этого приступаем к работам по восстановлению второй части набережной от Чегема до памятника Махаджиров. Это освещение, прокладка кабеля, столбов освещения, восстановление столбов освещения. На этой территории также приведут в порядок тумбы, их покрасят, а каменные парапеты почистят. Кроме того, был проведен демонтаж пешеходного моста через реку Сухумку. Связано это с тем, что само полотно, существующее в среде, где рядом море и под ним также проходит вода, может быть, оно как бы свои свойства потеряло, и есть опаска ее разлома, надлома. Мы сейчас проведем работы по усилению самого моста, чтобы мы его больше не демонтировали, чтобы не было никакой даже мысли, что это может угрожать нашим гражданам. Работы по благоустройству ведутся и в других районах города. В парке имени Тараса Шамба, на фуникулере, на Красном мосту. На Красном мосту сейчас уложили кабеля. Ранее они располагались вдоль моста. Мы совместно с УЭСом провели такую работу, чтобы благоустроить сам вид моста. Переложили в лотки. То есть визуально их уже не будет видно, они будут проходить под тротуарной плиткой на самом мосту. Мост сейчас окрашен в серый цвет. В ходе завершения работ черновых мы будем окрашивать его естественный цвет, красный, так как он исторически был окрашен. Ремонтно-восстановительные работы на Красном мосту планируют завершить в течение месяца. Эсма Гуланзе, Джембул Чхапелия, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. В Абхазию прибыла делегация из Южной Осетии во главе с министром культуры Радмилой Дзагоевой. Она прибыла в республику для участия в Днях культуры Южной Осетии. На государственной границе делегацию встретил министр культуры Даур Кови. Дни культуры Южной Осетии в республике Абхазия пройдут 31 мая и 1 июня. По инициативе министра иностранных дел Инала Арзенба, отличившимся студентам, поступившим в ведущие вузы России при поддержке платформы «Будущее Абхазии» на базе посольства Абхазии в России, будет выплачиваться денежная премия. Определять 5 соотечественников, которые проявили себя наиболее качественно и активно, будет комиссия при посольстве. Премия будет финансироваться из внебюджетных средств. В столице Российской Федерации состоялся отчетный концерт московского детского ансамбля абхазского танца «Амцепс» под руководством Лаши Марухова. В этот вечер зрители увидели как уже полюбившиеся номера, так и новый танец махаджиров. «Амцепс» на сегодняшний день именитый коллектив, обладатель многих престижных международных премий, участник фестиваля и один из известнейших коллективов в Москве. О том, как прошел концерт, в материале нашего корреспондента Ноны Кукускер. Ставший уже традиционным событием отчетный концерт детского ансамбля абхазского танца «Амцев» в Москве зрители ждут с нетерпением, потому что знают, что увидят как уже полюбившиеся номера, так и новые. Что точно обновляется ежегодно, так это состав. Одни уходят, другие же делают первые шаги в искусстве, поскольку это детский ансамбль. Тем удивительнее, как удается держать такой высокий уровень. Отчетный концерт бывает у нас в конце мая, как бы учебный год с сентября по май. Обязательно каждый год даем отчетный концерт. В том году было десятилетие ансамбля. Вот в этом году, соответственно, уже следующая дата. Но концерт, я думаю, удался, как никогда. Во-первых, за счет, что порадовало, выступали совсем маленькие детки, которым 5 и меньше лет. Они тоже нас не подкачали, удивили. Ну, где-то растерялись, где-то нет. Ну, как бы все прошло на ура. Этого концерта не было бы, если бы не помощь ни родителей, ни каких-то общественных организаций. Все удалось только благодаря им. Лашу я знаю очень давно. Мы с ним работали даже в нескольких коллективах. Я не отказалась от этого предложения поработать с ним в этом коллективе. То есть у меня не было даже раздумий. Он пригласил, я согласилась. Как бы мы друг друга
дополняем, помогаем, советуем. И в результате такого тандема получается вот та работа, которую вы видели. В составе ансамбля танцуют дети от 3 до 16 лет. Ансамбль «Амцепс» на сегодняшний день именитый коллектив, обладатель многих престижных международных премий, участник фестивалей и один из известнейших коллективов в Москве. В репертуаре коллектива как абхазские танцы, так и танцы народов всего Кавказа. Таким же многонациональным является и состав самого коллектива. В ансамбле «Амцепс» я занимаюсь с 2015 года, то есть получается 8 лет. Мне очень приятно работать с Лашей Игоревичем. Он человек подмога, педагог. То есть он поможет, выручит, наругает по праву. То есть если он даже наругает, мы не обидимся, потому что мы знаем, что он делает в наше же благо. А в дальнейшем ты хотел бы заниматься танцами? Да, конечно, в дальнейшем очень хочется, да. В дальнейшем собираюсь еще танцевать. Какой самый любимый танец из тех, что ты исполняешь? Самый любимый танец – это, наверное, горский танец. С первых минут начала концерта зрителей захватывает необыкновенная энергия танцевального искусства. Конечно, обаяние детей, особенно самых маленьких, не может не восхищать. Но секрет не только в этом, а в восхитительной лаконичности каждого номера и четкости его исполнения. Потрясающее впечатление, самое наилучшее. Дети великолепно танцуют. Вот эта энергия, эти костюмы замечательные, блеск в глазах. По-моему, зал совершенно не может оставаться равнодушным, глядя на такое замечательное представление. Я не знаю даже, что может быть лучше. Я получила такое огромное удовольствие, полный восторг. У меня тут мои ученики выступают, и я просто горжусь ими. И прекрасный ансамбль. Я думаю, замечательный руководитель в этом ансамбле. Вот так вот настроить детей, чтобы они так выступали. Самые наилучшие впечатления. В этот вечер зрители увидели, как уже полюбившиеся номера – это абхазский танец, танцы народов Северного Кавказа, армянские девичьи, номер встречи у родника, так и новый – танец махаджиров. Бурные овации сорвали воспитанники Марата Цуцоева. В этот раз солисты выступили в более расширенном составе. Среди них были девочки и совсем юные артисты. Среди зрителей, конечно же, в основном родители и родственники юных артистов. Они смотрят, затаив дыхание, порой удивляются, чему может научиться ребенок в такой короткий срок. У меня танцуют 2 племянника в ансамбле, 3 годика и 6 лет. Я пришла вас смотреть, поддержать ансамбль, и, в принципе, вдалеке от родины не хватает кусочка своего, поэтому это возможность встретиться с абхазцами, пообщаться, ощутить себя как дома, при этом находясь в Москве. Это однозначно очень хорошо, так как вдали от родины они не общаются со своими сверстниками, абхазцами, они не видят ту культуру, которая у нас, а именно этот ансамбль позволяет им ощущать себя как на родине, здесь, в Москве. Я хочу поблагодарить Лашу за такую возможность, за организацию. Я надеюсь, что это все будет продолжаться, и уже мы приведем уже туда своих детей, дети наши своих, внуков. По традиции зрителям был показан короткий фильм о создании и становлении ансамбля «Амцепс». Конечно же, главным стержнем и локомотивом всего является его художественный руководитель, заслуженный деятель культуры Лаша Марухба. На вопрос, как ему удается подготовить детей столь блестяще, он скромно улыбается. Как всегда, говорит больше о самих детях, о вкладе родителей. Не забывает поблагодарить главного и единственного спонсора, главу абхазской диаспоры Беслана Агарба. Все это так, но, конечно же, главный секрет успеха – это его личный труд и талант руководителя. Репетиции ансамбля и отчетный концерт посетил полномочный чрезвычайный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициния. Он высоко оценил проделанную работу и талант участников ансамбля. Гостями концерта в этот раз были московский греческий ансамбль «Лира» и вокалисты Саида Сангулия и Айнар Ашуба. В финале программы прозвучал гимн ансамбля «Амцепс». Этот год коллектив и его руководители завершили успешно, а впереди новые планы и новые успехи. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду 31 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью, утром дождь, днем преимущественно без осадков, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.